Наконец-таки настало мое самое-самое любимое время на протяжении всего месяца. Это когда я снимаю фавориты. Но в этот раз фавориты опять-таки у меня очень сильно запоздалые, но ничего страшного, самое главное, что они все-таки есть. Итак, давайте начнем с фильмов. За предыдущий месяц, то есть за август, я посмотрела 4 фильма в кинотеатре. Первый фильм — это Suicide Squad. Мы посмотрели его с подругой во второй день, когда он вышел у нас в кинотеатр. И знаете, я осталась довольна этим фильмом. Вполне все ожидаемо. Конечно, был минус того, что некоторых даже отрывков, которые были в трейлере, не показали в самом фильме, но все же мне очень понравилось. Это была интересная история, это было приятно смотреть, это была обалденная картинка. И Харли Квинн просто, мне кажется, королева, и она покорила абсолютно каждую девушку, да и парня, мне кажется, тоже, который смотрел этот фильм. Поэтому да, очень здорово, но очень хотелось бы посмотреть режиссерскую версию этого фильма. Следующее, что я посмотрела, это был мультик, который называется «Тайная жизнь домашних животных». Тогда я ходила со своей сестрой маленькой и со своей подругой. И знаете, это хороший мультик, это, наверное, один из лучших мультиков, которые я посмотрела за последнее время. По крайней мере, он не сравним с «Ледниковым периодом» и «В поисках Дори», просто потому что он намного интереснее, намного умнее. И просто было очень приятно смотреть. Было очень много детей в кинозале, что на самом деле не всегда является хорошим таким, знаете, аспектом в данном плане, потому что все-таки дети шумят, дети любят пинать ваше кресло, но мультик мне понравился, и, наверное, из 10 баллов я бы поставила ему 7 или же 8, и это на самом деле очень здорово. Следующий фильм, который я посмотрела, был «Парни со стволами», и знаете, вот этот фильм — это то, на что я вообще не возлагала никаких надежд. Просто потому, что я думала, что это будет какая-то тупая американская комедия, но на самом деле фильм намного глубже, чем это кажется, по крайней мере, из трейлера. Он рассказывает про историю двух парней, двух друзей, которые решили организовать, грубо говоря, свой бизнес, ну не грубо говоря, а так оно и есть, и рассказывает о предательстве этот фильм, о том, через какие трудности им нужно было переходить. Просто я советую вам посмотреть. Мне было интересно. Там есть как смешные моменты, так же и моменты, когда ты думаешь: вау, вот этого я сейчас вообще никак не ожидала, поэтому да, фильм определенно стоящий, и я ни в коем случае не жалею, что на него сходила. И последний фильм, на который я ходила, был «Механик воскрешения» или что-то такое. Просто-напросто очередной боевик. Я ходила туда просто потому, что мне хотелось кино. И, знаете, этот фильм мне вообще особо не понравился, просто потому что я считаю, что у него какая-то неинтересная сюжетная линия, все как-то слишком сделано, такого не бывает. Конечно, понятное дело, что многих боевиков вообще сложно представить в мире, но здесь все было как-то слишком наиграно, и мне не понравился данный фильм. Вот так вот быстро я рассказала вам про все фильмы. Дальше я бы хотела вам рассказать про музыку. Очень редко эта рубрика бывает в моих фаворитах, но я бы очень хотела рассказать вам просто-напросто про один альбом, который покорил мое сердце в августе, и это альбом, который как раз является саундтреком к первому фильму, который я смотрела, то есть Suicide Squad. И просто практически каждая песня из этого альбома покорила мою душу. Особенно мне очень нравится Sucker for Pain. Обалденная песня. Я очень рада, что ее сейчас крутят по радио, потому что периодически я, когда езжу, слушаю радио, несмотря на то, что у меня есть AUX. Просто, знаете, не всегда бывает удобно включить телефон. И песня Kehlani «Gangster». О, это просто песня обалденная. Я могу слушать эту песню просто до конца. Обязательно послушайте. Название я обязательно оставлю внизу.
Просто потому что мне кажется, что она должна вам понравиться. И дальше давайте мы с вами перейдем к более приятной косметической части таких видео. Во-первых, я бы хотела показать вам вот такой вот скраб от Clinique. Это у меня пробник, и мне его дали в подарок. Потому что я приходила в Рив Гош, когда был клиентский день Clinique, и купила там гель и тоник из трехступенчатой линейки, которую я показывала, говорила, что я к нему обязательно вернусь. Вот я вернулась. И мне дали в подарок вот такой вот скраб. И это 7 Day Scrub Cream, и мне он безумно нравится. Он предназначен для ежедневного использования, то есть он не сильно травмирует вашу кожу. Сами частички скрабирующие там очень-очень такие мягкие, и ими приятно пользоваться. И после этого скраба у меня действительно очень хорошее ощущение, в том плане, что я чувствую, что моя кожа увлажнена, а такое очень редко бывает после скрабов. То есть здесь какая-то очень классная формула именно самого геля, и просто классные добавленные частички скрабирующие, которые мне очень нравятся. Я бы, если честно, это средство с радостью бы повторила и купила бы себе полноразмерный, но у меня здесь пока что еще даже больше, чем половины. Здесь, по-моему, 30 мл, если я не ошибаюсь, да, 30 мл, и этого мне хватает очень намного. Я пользовалась, на самом деле, этим на протяжении, наверное, недели или 2 недель просто-напросто каждый день, и у меня где-то, мне кажется, еще вот здесь только находится этот скраб, что очень даже классно. Вы, наверное, знаете, что в конце июля, начале августа я отдыхала, я была на Кипре со своей семьей, и я очень даже неплохо загорела. Мне очень нравится, как выглядит смуглая загорелая кожа, намазанная каким-нибудь средством, придающим коже сияние. И поэтому на протяжении всего августа, пока была хорошая погода, я могла ходить в шортах, юбках, либо же платьях, я пользовалась некоторыми очень классными средствами, которыми сейчас хочу с вами поделиться. Во-первых, это вот такой вот мусс от Bath Body Works, и он называется Sunset Glow Body Lotion. Очень такой классный, знаете, у него консистенция похожа на какой-то такой мусс, либо же пенку для волос, которые вы наносите, очень классно, очень быстро впитывается и оставляет просто потрясающий блеск на руках, на ногах. Мне очень нравилось носить это на ножке и, например, какое-нибудь светлое платье, и смотрелось очень здорово, потому что как-то контраст такой очень красивый создавался. И также я очень любила различные мисты, также с блесками. У меня, вот, например, если вам два показать, и они оба у меня от Victoria's Secret. Первый это Pure Seduction, а второй это Passion Struck, да. Мне очень нравилось, точно так же придают очень красивый блеск и оставляют такой, знаете, очень приятный легкий аромат на теле. Это не те ароматы, которые каким-то образом вас душат, которые очень сильные, это прикольные легкие ароматы, которые вы можете разбрызгать по всему телу и будете вкусно пахнуть на протяжении всего дня. Дальше мы с вами будем переходить уже к декоративной косметике, и первое, что я хочу вам показать, это то, что я купила, на самом деле, по приезду из своей поездки, просто потому что мне это действительно было необходимо. Это у меня тональный крем от NARS, это Sheer Glow Foundation, и у меня в оттенке Medium 3 Stromboli. Почему я говорю, что мне было необходима эта покупка? Не потому, что у меня не хватает тональных средств, нет, это совсем не так, мне их достаточное количество, чтобы пользоваться еще, наверное, год примерно. Просто-напросто у меня не было никакого темного тонального крема, который бы подходил под цвет к моему загару. И в августе на этот оттенок была скидка, поэтому мне достался этот тональный крем всего лишь за 1500 рублей. Что я могу сказать по поводу этого тонального крема? Я не знаю, у меня к нему какие-то, знаете, такие очень разные мысли по отношению к него. Один день мне безумно нравится, как он ложится, он смотрится потрясающе, придает коже такое, знаете, красивое, очень красивое сияние, свечение. А в другой день я просто смотрю на себя и вижу огромнейший толстый слой этого тонального крема у меня на лице. И мне кажется, что он смотрится просто настолько кейки, вот как это американские блогеры говорят, что я просто хочу его уже смыть, и лучше я буду ходить вообще без тонального крема, чем с таким. Но мне кажется, что это просто зависит от того, что я иногда могу с ним перебарщивать. Но если же наносить его влажным способом и как-то варьировать количество, которое вы наносите на лицо, получается очень классно. И мне нравится то, что он дает достаточно такое сильное покрытие, потому что все-таки даже не сильное, а среднее покрытие, потому что среднее покрытие для меня самый идеальный вариант, потому что плотное покрытие я люблю на вечер, для каких-то выходов,
Легкое покрытие это прям, знаете, совсем-совсем на лето, и среднее покрытие это просто-напросто мой любимый вариант на каждый день. Следующее средство, я его купила, наверное, где-то в последней неделе августа, и это вот такой вот бронзер от Chanel, это Soleil Tan de Chanel. Просто я его так удачно урвала, его сейчас снимают с производства, поэтому в Рив-Гоше распродавали остатки, и я купила его всего лишь за 1800, и я безмерно счастлива, что у меня есть этот продукт, он помогает мне создавать просто-напросто прекрасный макияж, который подходит мне, например, на каждый день. То есть, например, сегодня он на мне, правда, в сочетании вместе с бронзером, который я покажу вам обязательно в фаворитах сентября, так как я приобрела его в сентябре, и у меня сейчас все немножко так смешано. Я, кстати, очень долго думала, когда сегодня выбирала, что вам я покажу, потому что у меня все уже немножко смешалось, очень много продуктов, которые мне сейчас нравятся, и просто-напросто я должна была как-то разделить их, и мне нужно было что-то оставить на сентябрь. Так вот, обожаю это средство, покажу с ним, наверное, еще один макияж. Это будет такой очень легкий повседневный макияж. Обожаю. Он создает нереально крутой эффект загорелой кожи. И наносить я его люблю при помощи кисти от Manly 113. Она у меня сейчас такая грязненькая. Просто-напросто потому, что только что я делала макияж и использовала эти два средства. Дальше я покажу вам палетку Naked 2 Basics. Она у меня появилась, по-моему, в июле, и активно я ею начала пользоваться как раз-таки в августе. Я думаю, что все знают, как выглядит эта палетка. Это такие вот холодные оттенки, которые выполнены в натуральных оттенках и которые идеально подходят на каждый день. Она очень маленькая, очень компактная, ее удобно брать с собой. Это как раз та палетка, которую я брала с собой в поездку, вроде бы. И мне очень нравится, что здесь есть оттенки, которыми я могу сделать себе любой макияж, начиная от очень-очень легкого, например, используя только первые 4 оттенка, либо же, например, сделать вечерний макияж уже с акцентом на последние 2 оттенка. Могу нарисовать себе стрелочки при помощи них, могу также оформить брови. Наверное, это то, почему я ее использую определенно каждый день, потому что вот этим вот предпоследним оттеночком я оформляю себе брови. Мне кажется, что этот оттенок очень здорово сочетается с моим натуральным цветом волос, и они прям смотрятся как будто у меня всегда такие брови. И всегда я их закрепляю вот таким вот гелем для бровей от L'Oreal. Это Brow Artist Plumper, у меня в оттенке Medium Dark. Я просто-напросто обожаю это средство и не представляю, как раньше я жила без геля для бровей. Этого средства очень удобная щеточка, она вот такая вот очень маленькая и идеально подходит для моих, ну, не сказать, чтобы очень густых и очень тонких волос, но для моих нормальных, не волос, а бровей. Для моих нормальных бровей она подходит идеально по размеру. Я обычно не ставлю себе пятен. Мне нравится то, как она заполняет, и, конечно же, то, как она фиксирует брови. То есть, например, вот у меня сейчас нанесено, и я прям чувствую то, как они хорошо держатся и держат ту форму, которую я им даю. Люблю эти два средства вместе. Также просто люблю эту палетку за то, что я могу с ней сделать очень много различных видов макияжей, и это моя, так скажем, палочка-выручалочка. По поводу событий, которые произошли в августе и которые мне больше всего запомнились, это, конечно же, моя поездка с подругой в Казань. Мне безумно там понравилось, это обалденный город. Я там была, на самом деле, лет, наверное, 5 назад, если не больше. Но я была еще, можно сказать, маленькая, ездила с родителями, и это был просто-напросто, знаете, такой семейный выезд. Но в данном случае мы с моей подругой развлекались, мы гуляли, ходили в различные места, и мне просто-напросто действительно очень сильно понравилась Казань. Это потрясающе красивый город, там все очень опрятно, все очень культурно, туда хочется возвращаться на самом деле, и я бы обязательно съездила туда в следующем году. У вас есть золотое яблоко, люди из Казани, вы просто-напросто счастливые, хотя на самом деле там все очень дорого в этом золотом яблоке. Я знаю много сайтов, где можно купить косметику, которая продается там намного-намного дешевле. И это будет оригинал. В связи с последней историей очень многие начинают обращать на это внимание все больше и больше, но да, это будет оригинал.
Также совсем скоро у меня будет день рождения, чего я очень-очень сильно жду, просто потому что я люблю этот день, я люблю день рождения, да, я такой вот человек, можно сказать, эгоист, и мой любимый праздник это не Новый год, а день рождения, но просто потому что это всегда для меня был какой-то такой особенный день, проведенный с правильными людьми, и к тому же в этом году у меня день рождения выпадает на пятницу, что значит, что я буду праздновать, так скажем, мой день рождения именно в мой день рождения, что поднимает мне настроение еще больше, поэтому я уже предвкушаю этот день, ну а с вами мы увидимся в следующем видео, спасибо, что смотрели, и всем пока!